Инфекционисты Коми зафиксировали резкий рост уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией. За весь прошлый год было зарегистрировано 212 больных СПИДом. Ну а в нынешнем году на конец августа уже зафиксировано 202 зараженных. С чем связан такой скачок, попытался выяснить Евгений Ракин. Беспорядочная половая жизнь и наркотики – 2 билета в один конец. Именно такой образ жизни, как правило, и приводит к заражению смертельной болезнью. Количество ВИЧ-инфицированных растет с каждым годом. Это общемировая тенденция, характерная как для России, так и для нашего региона. В Коми лидирующие позиции по высокому уровню заболеваемости вот уже много лет сохраняет за собой Воркута, Ухта, Усинск, Вуктыл, Сыктывдинский район и Сыктывкар. Однако в этом году более половины выявленных больных пришлась непосредственно на столицу республики и Эжвинский район. По сравнению с аналогичным периодом 2013-го, здесь рост составил 2,5 раза. Такой резкий скачок инфекционисты связывают с беспечным отношением жителей к своему здоровью. Эти люди поступают, по сути дела, в тяжелом состоянии, не обращаясь никуда за медицинской помощью, поступают уже в тяжелом состоянии в стационарное учреждение и там выявляются медицинскими работниками. Основная причина, видимо, нет желания обращаться за медицинской помощью, и поэтому уже выявляются вот на таких стадиях, когда ВИЧ-инфекция прогрессирует, проявляется такими тяжелыми состояниями. Вакцины от СПИДа до сих пор нет, но медицина не стоит на месте. Благодаря антиретровирусной терапии и соблюдая рекомендации врачей, можно продлить жизнь на неопределенное время. Самое главное в случае заражения – как можно раньше выявить болезнь. А для этого необходимо обратиться в кабинет диспансерного наблюдения Центра СПИД. Вначале мы даем направление к фтизиатру, а потом обследует клиника, иммунологическое обследование, биохимический общий анализ крови. Страх всегда присутствует. Мы всегда успокаиваем, трудный контингент бывает. Они имеют бесплатно все это обследование, а дальше в зависимости от анализов и лечение бесплатное. Процедура обследования довольно простая. От пациента требуется только кровь. Ее собирают в специальные пробирки, так называемые вакутайнеры. Иголочка разовая, она вот так открывается. Вот сюда вкручиваем. Вот. И потом уже, когда я иголочку в вену ввожу, уже вставляю пробирку. Затем эту кровь проверяют на количество вируса и иммунных клеток. Анализы проводятся на дорогостоящем оборудовании, но для пациентов обследование абсолютно бесплатное. Евгений Ракин, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.